Пари Лайф – это подкаст. Мы с первого места вышли. Это о чем говорит? Мы умеем играть в футбол. Некоторые люди говорят, Нуридин, ты 88-го года. Худжанду никак не получается столько лет. Вот я тебе честно говорю, мы специально пропускали 1 гол, чтобы нам было интересно играть. Если тебя вызовут в сборную, пойдешь? Побегу. Таджикистан, Бапеш. Всем привет, народ, с вами Умит Абдуллаев, и это Пари Лайф. Для тех, кто задастся вопросом, а почему Умит не лазит с микрофоном по каким-то мероприятиям? Ну, друзья, все очень просто. Хочется вам сказать, что теперь Пари Лайф — это подкаст. Да, народ, это подкаст, это спортивный подкаст, это, не побоюсь сказать этого выражения, первый таджикский профессиональный подкаст. Эх, Бузург, это не вырезай. В общем, так как у нас, скажем так, первый выпуск, и он должен быть легендарным, должен быть крутым. У нас в гостях легенда таджикского футбола. Человек, который получил лучшего полузащитника года. Нуридин Давронов! Давайте поаплодируем. Здравствуй, брат. Как дела? Нормально, все хорошо. Спасибо большое. Во-первых, хочу привет передать всем, кто смотрит нас, и сказать большое спасибо тебе, Ума, за приглашение. Первый гость, немножко нервозность, но думаю, все пройдет. В какой-то момент я подумал, что ты после «хочу передать привет» начнешь вытаскивать вареники. Варенье такие. Это передала моя матушка, это мой дедушка передал. На самом деле очень рад увидеться с тобой. Все-таки не каждый раз, да, есть такая возможность увидеть звезду, легенду таджикского футбола и живого лучшего полузащитника, ё-моё. Тоже скажете, я тоже волнуюсь, если что, да, я тоже волнуюсь, поэтому вместе будем волноваться. Ну и сразу хочу вот с лету задать вопрос. Почему так часто меняешь? Клубы. Молодец! Клубы, знаешь, почему часто меняю? В основном меняются тренера, и как бы они приводят, это не секрет, во всем футболе есть такое, в большинстве странах, они приводят с собой своих игроков, и в моменте так получается, то, что моя позиция уже занята и не актуальна для него, и я быстро нахожу другой клуб, потому что я в этом клубе играю хорошо, показываю хороший футбол, статистика говорит о себе, и я быстро нахожу новый клуб с новыми условиями. Вот последний раз в команде, которую начал Мухаммадан, мы сыграли кубок, хорошо, изменили тренера, привел своих, Каша. В итоге я ушел в другой клуб, Кашмир, более хорошие условия. Мы заняли 4 место, Мухаммадан занял 9 место. Так что сейчас, я думаю, в мире от футбола осталось там 30-35%, другие только зарабатывают деньги. Ясно. Ну, Мухаммадан, ребятки, не обессудьте, потеряли лидера, ё-моё. 100%. Однозначно. Ну, слушай, все разобрались, да, почему, значит, меняем так часто клубы. Их, если я подсчитал, 16, да, получается, клубов. Целых 16 клубов. Тогда такой вопрос. Раз 16 целых клубов было, я вот прочитал информацию, что ты в какой-то год уезжал в другой клуб и обратно возвращался в Истиклол. Через год уезжал и обратно возвращался в Истиклол. Получается, что твой самый любимый клуб из 16 это все-таки Истиклол или? Я всегда говорил то, что мой любимый клуб, не клуб, а моя семья, это Истиклол, потому что с Истиклолом я вырос как футболист. До этого, как бы, такой, знаете, не мог перейти с юношеского в молодежный, из молодежного во взрослый футбол. Как я начал играть в Истиклоле, вот тогда уже я немножко почувствовал мужской футбол, и Истиклол, можно сказать, сделал меня... Взрастил, да, получается, да. Это семя. Да. Это круто, это круто. Такой вопрос еще, вот есть очень интересный вопрос. Это даже не вопрос, это больше заметка, наверное. Потому что я обратил внимание, что многие наши ребята играют в Индии. Почему именно Индия? Вот Фатхулоев, Комрон Турсунов. Почему? Почему именно Индия? Ну, я не могу на этот вопрос ответить. Фатло 2 года назад играл в Индии, он сейчас в Бангладеше играет, да, Комрон играет. Когда Фатло поехал туда, и вот когда Комрон играет там, и после того, как я уехал, уже спрос на таджиков стало больше, потому что они увидели, мы можем играть, не хуже этих аргентинцев и так далее, и так далее, и так далее. И вот, и после этого вот еще один братишка поехал, Алишер, в суперклуб Норт-Ист, они в суперкубке играют, и вот в том году Шавкат был там, Нузим там был, Далер Юдгоров был там.
Ну, есть спрос, это хорошо, это радует. В Индии футбол очень хороший, условия очень хорошие. Да, индусы там по качеству футбола уступают нам, но они за счет своих денег, за счет инфраструктуры, за счет подхода к футболу, они привлекают много иностранных игроков, тренеров, и от этого их чемпионат очень интересный. То есть получается, что по уровню футбола Индия стоит ниже нас? Ну, объективно, если быть. Ну смотри, если мы играем со сборными, там 11 индусов и 11 таджиков, мы их не чувствуем. Вообще? Когда я играл, я же тебе говорю, мы их не чувствовали. 4-1, 4-0. Ничего себе. Ну вот, а их футбол очень сильный, потому что в каждой команде играет 3 легионера и 1 азиат, центральная ось. И вот за счет них у них футбол очень, как сказать, на хорошем уровне. Там есть игроки, которые получают за сезон, за 9 месяцев $500 000, 600 000 долларов. Там платят очень хорошие деньги. Бузург, там нашим футболисты не нужны, я 500 000 услышал, мне как раз скоро жениться. Да, нормально, да. Там брат, договорись, да, чтобы я... Ну, я могу чисто воду хотя бы понести, да, вот, чисто тебе лично. Окей, слушай, такой тоже есть вопрос, значится, Реал Кашмир. Да? Это твой нынешний клуб, получается? Да. Реал Кашмир. Да. Подписчики задают вопрос. Да? А мы, кстати, запускали пост о том, что да, можете задавать лично значит, вопрос. Так вот, был вопрос следующий. За какой клуб больше всего ты болеешь? Болел с детства, прям вот от души. И почему-то мне кажется, что за Реал Мадрид, нет? Нет. Знаешь, я в юношеском, в детском возрасте я болел очень сумасшедше за Барселону. И за Рональдиньо. А почему я не люблю Гвардиолу? Потому что у них не сложилось. Да, была такая нестыковочка. Да, не сложилась нестыковочка. Вот. А потом уже повзрослее стал, я уже больше смотрю футбол и чувствую, как играть. И уже начал понимать Пепа, да, в какой-то момент? Да, наверное. Потом уже начал Пепа понимать то, что если человек не режиме, да, допустим, мы все знаем, как Рональдиньо жил. Ну, это да. Он жил волшебно. Да, он жил волшебно. Особенно в клубах. Ой, как он творил волшебство, прям магию творил. Да, конечно. Особенно вот эти фотки, где он мы помним, да, фотки, красотки, да, красотки. Вот эти вещи. Слушай, в сборную не вызывают тебя давно. Хотелось бы знаешь ли, больше вопрос, наверное, Федерации футбола. Ребята, в чем проблема? Он тут, он здесь. Если честно, Нам нужен честный ответ. Почему? Конечно, если бы я знал ответ, я бы Бог свидетель, Аллах, я бы ответил тебе. Потому что мне нечего скрывать и некого бояться, но я сам не знаю. Играю Инстат. Инстат есть такая программа, и MyScout есть такая программа. Она показывает твои действия на поле, что ты делаешь, сколько ты пасов отдал и так далее, сколько ты пробежал. По 90-95 минут играю. Вроде все нормально, вроде все хорошо. Вроде последнюю игру вызвал таджикский тренер Мубин Эргашев, когда принял после Тошева, узбекского специалиста, скажем так. Он вызвал всех таких опытных, и мы против Казахстана сыграли очень хорошо. Даже сами казахи во время игры говорили: таджики, вы что сели? Вы что творите, да? Вы что творите? Мы пропустили гол, потому что там тоже братишка молодой в воротах стоял, ошибку сделал, дали ему пас, он дал нападающему ЦСКА Москва, и он забил, пустые ворота. Факт. Факт есть факт. Факт есть факт, все были довольны, та же Федерация футбола от нашей игры, все были в шоке, потому что реально, сами казахи. Есть там у Касьян нападающий был, он мне говорит: Нура, что с вами? Я говорю: ничего, просто мы голодные, мы давно таким составом не собирались, да, все хорошие, там, опытные, бегуны, понимающие. И после этого вроде сказали все, и мне кое-кто позвонил с федерации, сказал: Нура, ты до сих пор в форме, ты в форме. Я говорю: я всегда был в форме. Просто сейчас мы не о футболе говорили до этого, не знаю, какие-то темы пошли. И после этого вроде новый тренер приехал, мы сели с ним, поговорили, он сказал: ты опытный игрок, ты мне нужен и так далее, я буду вызывать на официальный матч, и в итоге... В итоге я такой сижу и жду вызова. Недавно Шахтер Донецкий взял нашего пацана. Читал, кстати, новость. Читал, заплатили казакам $300 000. Приехал в гостиницу Дарио Сырна и забрал его, да. То, что говорит: мы не умеем играть в футбол, это отложим. Это уже априори неправда. Конечно. И я думаю, наша проблема — это качество наших полей. Почему? Потому что если качество хорошее, ты можешь показать качественный футбол. Если сделать качество футбольных полей на уровне,
А мы играть умеем. Мы играть умеем. Допустим, почему Истихлол мы в 2015-м выиграли Аль-Хилал 4-1, который 3 года подряд он всех рвет. Но мы их выиграли, мы с первого места вышли. Это о чем говорит? Мы умеем играть в футбол. Просто да. И чтобы нас замечали, нужно сделать внутренний чемпионат сильный. А чтобы был внутренний чемпионат интересный, поля должны быть идеальные. И все. Кстати, вот о полях я полностью с тобой соглашусь, потому что мы вот с Бузургом ездили в Истаравшан. Кто там играл Бузург? Истаравшан? Против Истихлола, кстати, играл Истаравшан. Игра была замечательная, мощная. Я тогда, кстати, впервые увидел характер Истаравшана. Это вообще характерная команда, вообще жесткая. Но мы как раз-таки в блоге сняли именно качество поля. Это просто ужас. На самом деле это ужас. Это вот оно вот так вот идет, потом что-то вниз уходит, потом что-то вверх уходит, там кочки, шмочки, дыры, ямы и все такое. А зона вратаря вообще истоптана, вытоптана и все такое. Это как это неприемлемо, потому что сложно играть. Говорят, почему наши игроки уезжают в Индию, в Бангладеш. Так у них условия сумасшедшие. Вот я жил в гостинице, да, за мной водитель приезжал, уезжали, поля идеальные, тренируйся, что хочешь делай, да. Если у нас поля будут идеальные, да, допустим, и немножко финансовая поддержка, накормить футболиста, дать ему что-нибудь, чтобы он с голоду не умер, чтобы он что-то домой принес, да. И вот почему Истихлол дает результаты? Потому что они следят за игроками. И финансирование, да. И то же самое посмотрим сборную, да. Вот 11 человек сборной, которые вчера играли, позавчера играли, вот посмотри, кто-то из них играет до сих пор в Истихлоле, а другие, которые выехали, все с Истихлола выехали. Все с? Да. Ну, получается, у нас в стране только Истихлол спонсируют? Это факт. Все спонсируют, да, все спонсируют. Но Истихлол использует грамотно. Да, грамотно, потому что руководитель грамотный, вице-президент Мусим Мухаммадиев, бывший футболист, он знает психологию футболиста. Менеджер команды Джахангир Джалилов, бывший футболист, он знает психологию. Менеджер Шахазод Сулейманов, который был со мной 5 лет в Беларуси, тоже бывший футболист. Единственный там не футболист, это наш бухгалтер Акай Махсуд. Я думаю, что если бы еще и футболистом был бухгалтер, то вообще... Ну вот видишь, руководитель хороший, Саид Зудашорух, он очень хороший, он понимает футбол. И его вот эти. У него одно мнение, и они ему помогают другими мнениями. И формируется то, что нужно футболистам. Результат. Результат. Да, если хочешь, грубо говоря, да, вот если хочешь, чтобы корова, да, молоко дала, что ты делаешь? Кормишь. Ну, конечно, поешь. Футболист тоже самое. На поле выводишь, хорошее поле, где клевер есть. Но нам клевер не нужен, дайте, пожалуйста, нам хорошее поле, чтобы наши футболисты показывали на самом деле уровень. Честно говоря, я же тоже играл немножко, полгода за Пахтакор, Джабор Расулов, Сагдийская область. Да. Нужно понтануться просто, брат, вот я хочу понтануться. Я хочу, чтобы все знали, что я тоже играл в футбол. И что радует, перебью тебя, в этом году Равшан Кулябский. Взяли нужные люди, тоже люди, которые понимают футбол. Позавчера с ним встречался, старший брат. И вот поле идеальное, сейчас строят базу. Ничего себе. В Кулябе. Тренер хороший, легионеры, и они будут в АФК играть в летнем трансферном окне. Они хотят привлечь 6 легионеров. Они сейчас базируются здесь, в Душанбе, тренируются здесь, и все условия. Кстати, к вопросу о легионерах. Я обратил внимание, что в основном наши легионеры — это афроамериканцы. В чем причина? Низкая рыночная стоимость или в чем? Или они действительно так хороши? Нет, как сказать, ну да, они хороши в одном аспекте, это 100% физическое состояние. Бегают, да, прыгают, стелятся, ну, это, как сказать, важная часть футбола, не самая важная. Важная это головой играть, да, допустим. И вот ни один клуб таджикский еще не имеет таких средств, чтобы покупать футболиста. То есть, получается, они... Свободный агент. Свободный агент. Да, у них контракт закончился, мы предлагаем им контракт, нравится, приезжают. И чем мы сейчас еще заинтересовали игроков, то, что играем в Лиге чемпионов. Да, вот первый год к нам приехал Хусейн Доган. Хусейн Доган. Да, Хусейн Доган, он прошел школу Аякса с Мемфис Депаем. Чтобы ты понял, он просто приехал сюда показать себя и куда-нибудь в Саудии или Катар или ОАЭ. Мы ему нужны были как трамплин. Да, трамплин. Да, многие игроки приезжают сюда как трамплин. Вот сейчас Истихлол имеет одного защитника, который играл в ЦСКА Москва. Так, это кто? Да, я забыл, как его зовут. Бузург?
темнокожий, высокий. Да, вот Гогу, вот, да. Он тоже, у нас этот ходячая энциклопедия по футболу. Да. Хорошо то, что он есть. Да. Перейдем, наверное, к рубрике все-таки вопросы от подписчиков. Да? Давай. Я один так вкинул вопрос, чтобы ты понимал, какие у нас подписчики. Хорошие очень вопросы. Мы подобрали самые интересные, на наш взгляд. Мы думаем, что тебе тоже понравится. Итак, первый вопрос от подписчика. Фируз Гаибов пишет: самая тяжелая травма в карьере и сроки восстановления. В 2017 году, когда я играл в Индонезии, я получил разрыв крестообразной связки. Чтобы ты понимал, это соединяет... Я знаю, у меня разрыв коллатеральной связки, надрыв передней крестообразной, задней и мениск. Да, вот у меня то же самое было. Операция в 2017 году, и весь 2018 год до конца я восстанавливался. И в 2018 в конце уже начал. То есть получается почти 2 года? Или как? Не, полтора. Год, да, вот так вот. А тяжело было? Ну, знаешь, после операции, когда я начал реабилитацию, я проходил реабилитацию в Уфе на базе футбольного клуба Уфа, потому что нынешний реабилитолог-тренер Лилия Сидоркина, которая сейчас в Истихлоле, она в то время там была. Чтобы ты понимал, их двое. Мария Бурова и Лилия Сидоркина. Мария Бурова в «Зените» работает в основе, с основой. И вот она работала со второй командой «Зенита». И вот, короче, когда мы начали восстановление, было очень больно. Я сказал то, что я хотел заплатить ей за неделю и сказать, что я домой. То, что нога атрофированная, она как рука, очень худая. И спасибо ей, она сказала: Нура, дай мне неделю. Если не понравится, не плати мне, уезжай, короче. И на 4-й день уже я смотрю то, что мышца появляется, и это уже вдохновило меня. И комментарии болельщиков меня вдохновило, которые все говорили, что все, он сломался, он больше не вернется, он больше не будет играть на таком уровне. Это подстегнуло, да, Это подстегнуло. Я сказал ноге, нога, или ты меня, или я тебя. И потом восстановился, все хорошо, все нормально. Я тебе скажу то, что если вот сейчас смотреть результаты и зарплаты, которые я получаю, до травмы я даже не мог представлять. И не мог представлять, что я так играть буду. Вот, кстати, к вопросу о зарплате мы обязательно вернемся. Я, конечно, не дуть, но подписчикам будет интересно. Так, следующий вопрос от того же Фируза. Он говорит: ведете ли вы личную статистику по системе гол плюс пас? Нет, не веду, если честно, потому что гол плюс пас мне не интересен. Я тот человек, который не люблю забивать, реально не люблю забивать. То есть есть и такое в футболе? Да, на моей позиции я больше люблю защищать, сыграть там в подкате, сыграть жестко, отобрать, начать какой-нибудь с хорошим пасом. Футбольный БДСМщик. Да, вот так вот, диагональ дать, вот это вот больше мне нравится. То есть все-таки больше нравится плеймейкером, да? Ну да. Нежели вот забивным. Останавливать, да, атаки соперников. Вот это вот больше мне нравится. Ребята пусть забивают. То есть такой меценат получается футбольный, да? Получается. Раздаю возможности, просто набивайте стату. Окей. Так, дальше у нас еще один вопрос, тоже, такой вот, почему-то мне показалось, что он будет интересен. Мансуров некий задает: за какой клуб ты мечтал играть в детстве? Вот, прям в детстве, когда только вот первый раз по мячу стукнул ногой. За Ювентус, тогда играл Инзаги. Я когда начинал футбол, я был нападающим, и мне нравился Инзаги. И вот тогда я хотел в Ювентус. Некий Хафизов Бихрус, то бишь Бехаен, я не знаю, знаешь ты его или нет, задает вопрос он на таджикском, говорит: англисиро кай шуру мекунет, ду соушут сар карданием. Бехаен. Он мой учитель, он сейчас в Дубаях, по-моему. Да, он сейчас в Дубаях. Он приехал. Да. Все, тогда я завтра наберу ему и подтянем мой английский. Я разговариваю, в принципе, свободно. Кстати, в стольких клубах поиграл. Да. На каком языке в основном общался? На английском. Я тебе скажу одно, то, что в Индии человек, который улицу подметает, он на английском разговаривает. Это что-то... Good morning, Mr. Nulidin. Да. Некоторых непонятно. Beautiful. Некоторых сложно понимать, но в основном все разговаривают на английском. В основном английский, да, получается? То есть, получается, тебе все-таки английский пригодился в жизни, да? Да, конечно, очень пригодился. Сейчас хочется, вот этих одноклассников найти, которые говорили чкомейками. Да. Херафтин, футбол, да. Окей, следующий вопрос. Хороший, кстати, вопрос, Ибадулозода Сухроб задает.
Какую премию, кстати, вот это мне тоже было интересно, какую премию в нашей лиге платят за забитый гол? Насколько я знаю, в зарубежных лигах есть такая тема, чем больше ты забиваешь, тем больше премия. Это вот как хорошо выполненная работа. Да. Есть ли у нас такое? И сколько за гол? Это, допустим, когда футболист подписывает контракт, он в индивидуальном контракте он должен прописать это. Допустим, если я в сезоне забью больше 10 голов, вы дадите мне $5000. Если забью больше 5, вы дадите мне 2000. Забью больше 15, 10 тысяч. Это в индивидуальном контракте ты должен прописывать. А так, чтобы ты забил гол и перед всеми тебе $100 дадут, допустим, я забью гол, ты мне пас дал, а Бузург отобрал. Ты скажешь, я ему пас дал, а Бузург скажет, я отобрал. Такого нету. По цепочке, короче, потом да, это неправильно, это неправильно. Да? В индивидуальном контракте ты прописываешь, да. Вот в Индии в моем контракте ассист $200, пас $200. Лучший игрок $600. И все, 2 раза получил лучшего игрока, и 2 ассиста, в принципе, нормально. На ногу хватает, в принципе, кафе, там, кофе, Starbucks и так далее. Нормально, в Starbucks он ходит, слыхал? Нормально, там больше 2 ассистов, по-моему. Так, Нурик, что-то ты темнишь. Окей, то есть, получается, нет какой-то общепринятой системы премии, да? Нет. Это все по контракту, все выиграли игру, да, 10-0 или 1-0. 11 игроков получают 100%, а те, которые в замену вышли и так далее, по процентам. Сколько сыграли? 50%, 35% и так далее. Вот так вот. Интересно. А то, что гол забил, это уже индивидуально. Интересно, интересно. Так, с этим разобрались. Следующий вопрос от нашего подписчика, от Щероза Рустамова. Опыт или талант? И почему? Опыт. Почему? Почему опыт? Много было талантливых. Даже в мое время было минимум футболистов 12-13, которые намного лучше меня. Намного лучше меня играли, но в итоге нету их, закончили. Непонятно где, да? Непонятно где. Кто-то закончил, кто-то уехал в Америку, кто-то работает в России таксистом. Да, в любом случае это не зазорно, это не стыдно. Ну, в общем, я говорю. А в общем, опыт решает. Да, опыт решает, конечно. Ты опытный, во-первых, ты профессионал. Потому что у тебя опыт есть. Ты знаешь, у меня завтра игра, далее в 10 пошли спать. Сегодня давай покушаем спагетти, не будем плов, потому что завтра будет тяжело на игре, да? Ты уже опыт. Опыт это не только в футболе, это во всем. Получается, ты имеешь в виду общий, просто опыт жизни. Опыт жизни. А в футболе это уже знаю. Вот, допустим, приезжаешь, 5-6 дней отдохнул, ты знаешь, что если больше отдыхать будешь, тяжело будет начинать. Вот, взял велик, там покрутил, вода насос. Это получается дисциплина, да? Да. Опыт плюс дисциплина, да? Профессионализм. Опыт рождает в тебе профессионализм. Ништяк. Хороший ответ, кстати. Запишите, пожалуйста. Юные футболисты, не забывайте об этом. Так, следующий вопрос. Краупов Амирджон говорит, почему, говорит, Нуридин, ты выбрал именно футбол? Футбол? Почему футбол? Ну, я не выбирал, это как-то с детства так получилось, да? Так пошло-поехало, да? Да, пошло-поехало, играли во дворе, играли с девчонками, там, победа, там, классики, там, прыгалки и так далее, да? Ну, больше к футболу, и потом отец увидел во дворе что-то получается, потому что отец понимал футбол, он знал футбол, потому что у него все друзья были легендарные футболисты. И вот в итоге он отвез меня в школу «Динамо», и тренер сказал, у него что-то есть. Но я начинал... У него что-то есть, это явно там тренер раньше работал в милиции. У него что-то есть, да? С улицы, да? Карманы прошмонайте, пожалуйста. Ладно. Такой вопрос. Фаридун Сафаров говорит, Бароичи раками хашт. Бароичи раками хашт. Да, Бароичи раками хашт. Ну, знаете, как получилось? Был у меня в Беларуси тренер такой, Игорь Гончаренко. Да, я любил 10 номер, 10 и 9, потому что Рональдино был 10, да, допустим, Инзаги был 9, да. И он мне дал 8. Ну, молодой, расстроился, начал плакать, и он подошел ко мне, говорит, что ты плачешь, говорит, я говорю, вот так, он говорит, самый топовый номер это 8, я говорю, почему, потому что знак бесконечности. Что за тренер, философ. Да, знак бесконечности. Что за тренер? Я говорю, это единственная цифра, которая не обрывается нигде, да? Я сказал, ай, красавчик, да? Это единственный тренер, который такой просто максимально лояльно разрулил ситуацию по отношению к номеру. Да. Кстати, вот то, что касается 8, сейчас, по-моему, в Реал Кашмире 88, да, номер? Да, потому что я уже в середине сезона перешел, 8 была занята. И я взял 80. Кстати, вот бытует мнение, я тут с людьми поговорил, да. Некоторые люди говорят, Нуридин, ты 88-го года. 88-го, нет. Давай проясним.
88-го, допустим, есть много информации, да, ну, есть, это так и есть, то, что футболисты там меняют возраст и так далее, и так далее. Но как ты к этому относишься, кстати? К этому как ты считаешь, что правильно? Раньше я к этому как-то относился нормально, да, допустим, нужно делать, нужно, но сейчас, если ты футболист, ты и 88-го года футболист, и 95-го футболист. Да, если ты футболист, ты по-любому футболист, и возраст не играет роль. Многие страны похуже, чем мы, делают. Те же африканские страны, не будем называть это. Вот Юсуфа Мукоко, кстати, вот, да? Вот. Последний вот инсайт там был в новостях, что он на самом деле, оказывается, ему не 18, а 22. Ну да, это все делают практически, но сейчас... если честно, не делал, потому что у меня... не могу говорить. Да ладно, говори. Никто а что у меня два паспорта, и русский, и таджикский, да, допустим, если ты уже как-то замазанный, ты уже русский получить не сможешь. Ясно. Понимаешь? То есть чисто из этих соображений ты все по чесноку делал, да? Ну да, там папа не разрешил. Хотели мне сделать. Батя, спасибо, кстати, за это. Молодец, батя. Хотели мне сделать, но папа не разрешил, так как коммунист, тогда он говорит, если футболист, он и так будет играть. Это хорошая философия, запомните, ребятки. Если нас смотрят люди, у которых сыновья играют в футбол, ни в коем случае не меняйте. Лично я как спортсмен к этому плохо отношусь. Бывший спортсмен, давайте все-таки уточним. А то начнутся завтра звонки, давай в Истеклол приходи играть, там, не знаю, в Худжанд. Кстати, вот насчет соперничества Истеклола и Худжанда. Как ты думаешь, почему Худжанду никак не получается столько лет? Потому что у них нет духа победителя. Духа победителя. Им не хватает вот этого духа, то, что да, сейчас мы выйдем, выиграем. Истеклол чем отличается? Вот Реал. Да, допустим, они 2-0 горели, но Бензема сказал, спокойно, сейчас разберемся. Дух победителя. Мы выйдем, выиграем, вот и все. Нету такого, что будем делать. Даже когда в Лиге Чемпионов играем, мы выйдем, выиграем. Да, соперник сильный, но у нас есть свой план. В каком фильме говорит, это не важно какой план, да, важно кто стоит рядом, да, и все, главное, нужные люди были, а у них вот этого нету. Да? И всегда там была конфронтация там душанбинских футболистов и самих хаджинских, да. Но вот я смотрю, последний год вот это вот немножко вот уладилось, потому что уже ребята с мозгами, капитан у них Джахангир Эргашев, ребята с Душанбе, с Хатлона, с головой. И вот сейчас у них вроде нормально. В том году они 2 игры против них очень хорошо играли, но в итоге, говорю, дух и опыт. За счет духа и опыта мы их обыграли. Не считаешь, Будаги Габ, как у нас говорят, да, такое мнение бытует среди худжанских болельщиков, соответственно, что постоянно под суд идет в сторону Истеклола. Как думаешь, это правда или нет? Он как вот игрок Истеклола, да, как Истеклол твоя семья, давай честно скажем. Я тебе честно скажу то, что были времена, когда только мы начали играть, Истеклол был слабый, были такие сильные команды, как Ригар, как тот же Худжан. Есть укос. Тогда мы старались как-то выходить на судей. Ну и то не получалось, понимаешь? А после 2011 года Истеклол стал таким сильным, что я тебе честно говорю, нам это не нужно было. Вы просто всех не чувствовали, как Клянусь тебе, были моменты, были игры, вот я тебе честно говорю, мы специально пропускали 1 гол, чтобы нам было интересно играть. Ты смотри, какие, а? Это было 2014-2015 год, это был, как сказать, золотое время Истеклола, да, мы были очень сильны. В 2017 году очень были сильны, и вот позапрошлом году Лига Чемпионов. Поэтому я думаю, то, что Истеклолу не нужно. Были моменты, когда спорные моменты были, пенальти, мы даже просили судью, чтобы он не ставил. Он не ставил, да, допустим. Даже такое было? Ну, потому что, знаешь, судья ошибся, никто не будет говорить, что судья ошибся. Ну, они будут говорить, что Истеклол помогал. И это нам как бы задевало нас. И это просто ошибка судей. Да, раньше, да, но после 2011 года до сих пор ничего, все по чесноку, все ровно. Ну, потому что если ты веришь в силы, почему ты должен подкупать что-то давать судье? Просто да? Иди и делай дело. Все, вышел, сделал дело, выиграл и салам алейкум. Все. Ребята, бачо, шунтона, хамаш нас, хамаш ровный, хамаш по чесноку шудос, барой ему. Ильтимос амуга пой на броритон. Это я сейчас своим сказал. Да, вот Куктош, да, когда я в прямом эфире стоял, мне вопрос задали. В прямой эфир сказали, я говорю, честный гол. Да, я люблю Истеклол. Ну, честный гол был.
Ну что да. скажешь? То, что есть, то есть. Ну там, кстати, что ты считаешь? Это была ошибка судей? 100% ошибка Лайсмена была. Вон там стоит, кстати. Лайсмен, потому что как можно так, да, допустим, там метр за 40 он не увидел, да? И вот, я не знаю. Все, ну хоть кто-то честно сказал нам это, да, и человек из футбола, вот, пожалуйста. Действительно, я там был, как говорится, Да. да, видел, действительно, ошибка судей была, но у нас нет ВАР, чтобы это все проверить. Ну, Кстати, вот хотят, говорят, да, вот да, внесли. хотят внедрить. Как думаешь, вообще нужно Я это думаю, или это нет не нам? нужно, потому что у нас не такой сумасшедший чемпионат, чтобы ВАР внедрять. У нас есть хорошие судьи, и есть хорошие, Гульмурод, Сайод, нормальные, хорошие судьи, потому что когда я смотрю, как они судят международные матчи, если ты не знаешь их, ты бы не сказал, то, что они таджики. Они на уровне судят. Ну, наш чемпионат, да, допускает, есть еще неквалифицированные судьи, которые допускают ошибки, да. И сейчас ВАР внедрять буду, ну, я думаю, не надо, там лучше поля бы сделали, да, допустим. Ну, и ВАР внедряет, наверное, FIFA бесплатно. Ну, Не знаю. Ну, насколько я знаю, лига обеспечивает ВАР, то есть там бесплатного ничего нет. Так же, Не, как и сыр в ВАР, мышеловке. чтобы обеспечить, минимум $3 миллиона стоит. А наша федерация не в силах. Это, Совсем, да, да, я ни не разу. знаю точную информацию, но это кто-то дает бесплатно, по-моему, Мгм. да. То есть просто помощью нашей лиги. Да, чтобы да, развивалась. помощь нашей лиги 100%. Окей, супер. Слушай, ну вот есть еще два вопроса осталось, да, от наших подписчиков, и мы закрываем рубрику. Окей, такой вопрос. Хотели бы, задает девушка, кстати, Опа. Муборова Наджибат, говорит, хотели бы вы в будущем видеть своих детей не только в футболе, но вообще в целом в спорте? Конечно, почему бы нет? Сына я уже готовлю, уже что-то получается. Люди, которые знают меня, приходят на игры, смотрят и сразу говорят, что вот это вот сын Нуридина, потому что он как я. Он не Потому что любит он бегает с забивать. майкой, да, с надписью «Нуридин». Нет, он бегает тоже так же, стелится, тоже так же бьется, прыгает больше так. Ему говорят, иди забивай гол, он уже говорит, я не хочу. Мгм. Я не То есть люблю ты ему его. прививаешь свою философию? Я или вообще это ему его ничего не личное говорил. мнение? Я вообще ему ничего не говорил. А как так получается? По генам, что ли? Я не знаю, клянусь тебе, когда мне это сказали ребята, я говорю, ну хай, что хочет, пусть делает, допустим. Хочет, пусть не забивает, да? Да, хочет, пусть не забивает. Главное, чтобы команде помог, и все. А так, конечно, я хочу. Спорт – это здоровый образ жизни, здоровое тело, здоровый дух. И позиция твоя, да, наверное, полузащитник? Да, центральный полузащитник. И про центральных знаешь, что говорят? Я опорный полузащитник. Так. Это говорят, покажи мне своего опорника, я тебе скажу, какая твоя команда. По Нифига опорнику себе. можно, как это слово? Ну, получается, покажи мне, Понять. кто твой друг, да, я скажу, Да, кто да, ты. да. По опорнику можно понять, Чё за какая у тебя команда. команда, что за команда, значит, она способна. Ага, это вот как Казимира укрепил Манчестер Да, Юнайтед, вот как видишь, Фернандеш да, понял, это да? очень ответственная, очень такая тяжелая. И там даже с позиция. Магуайром теперь справляются. Да, ну вот видишь. Если у тебя хороший опорник, в принципе, защитники мало Ну, будут. там до играть. защитников не дойдет, да, Да, я так да, думаю? да. Ну, круто, круто. Рустамбек Касимов, последний вопрос от наших подписчиков, говорит, то чиль солаги карьере худро давом метода бошет, мисли Буфон в АПП. Ну, я не знаю до скольки. Пока есть предложение извне стороны, я не хочу и не собираюсь заканчивать. Пока есть. Пока есть возможность, силы, ресурсы, да, Есть. физические. Бегается там, нормально, всё я нормально, хорошо всё себя хорошо. чувствую. Вот пока есть предложение, буду играть. Ну, я так понимаю, пока мы завершать не хотим, да? Нет, нет, ни карьеру? в коем случае. Это очень хорошо. Я только начал. Супер, только начал. Да, только начал. Мне нравится его оптимизм, ребят. Супер, только начал, в 33 года, красавчик. Значит, мне тоже, да, в 30. Почему бы нет? 2 сбора и все. 2 сбора и все? Зовите меня срочно. И стеклол буду выносить. Точнее, и стеклолу воду буду выносить. Окей, слушай, ну тогда такой вопрос. Давай, да, и как бы подытожим. Мюнхенская Бавария. Ты же в курсе, что произошло с Нагельсманом, с Юлианом? Ну так, знаю, но Человека просто конкретно взяли, не знаю. заменили, хотя очень хороший результат человек показывал в Лиге Чемпионов. Да. Да, нестабильность в Бундеслиге есть, Да. но, скажем так, да, сколько можно эту Бундеслигу брать? Теперь вопрос, Его- как ты вот к этому относишься, решению? Вообще в целом, в футболе. Его убрали же после его высказывания, да, он сказал то, что есть в команде крыса.
Нет, его, кстати, непонятно почему до сих пор убрали, Ну, потому вот что каждый день выходит новая версия, вот недавно, буквально Вот вчера. я тоже не знаю, что там случилось, потому что они шли очень хорошо в Лиге Чемпионов. Ну, у они них вообще два пропущенных, 23 забитых да, в Лиге топ, и Чемпионов. они одну игру проиграли, по-моему, да? Ни одну игру не Вот в проиграли. Лиге Чемпионов Ну, вот ни видишь. одну. Там, значит, Вот как ты думаешь, вот вообще как ты к этому относишься, решению глав команд? То есть просто взять, поменять тренера? это глупо, это не профессионализм, это во вред команды. Да, Бавария хорошая, имеет хороший состав высококвалифицированных футболистов, но если, допустим, вот возьмем пример Мухаммадан, да? Так. Мы играли очень хорошо. И одну игру сыграли в ничью с последним местом. В итоге президент клуба поменял тренера, поменял игроков, новый тренер со своими игроками и так далее, и так далее, и так далее. После этого они выиграли всего лишь 3 игры. Там сколько-то проигрышев, и команда, которая боролась за чемпионство, был момент, они боролись, чтобы не вылететь. Вот такие вот некомпетентные, которые не понимают футбол, руководители иногда портят. А в Баварии что там, состав сильный, да, тренер ушел, тренер пришел, вот и все. С этим составом, я думаю, Бузурга поставь, он справится. Бузург, справишься? Хочешь быть как Тухель? Потому что главный состав. Если Главный у тебя состав, да, хороший, всё-таки? да. Если у тебя подбор игроков хороший. Вот почему мы в 2021 играли Лигу Чемпионов, да, вышли из группы, да? Почему мы вышли? Потому что местные, все сильные были мы там. Мгм. А второй год уже большинство ушли в другие клубы и так далее. И вот каких бы ты... Давай уточним, выгнали их или они ушли сами? Не, получили хорошее предложение. А. Мы там сыграли хорошо, у меня тоже было хорошее предложение, я поехал обратно, сыграл, мой сезон закончился, а делать нечего. В команде были проблемы на моей позиции, я в итоге сыграл. И как и в том году. В Индонезии играл, у нас пандемия, чемпионат приостановили, я в аренду перешел, и в то время все местные лучшие были там, в курсе, и мы выдали. Так сказать, выдали. Выдали, да. Это Так очень выдали то, что все были в шоке. Кстати, вот последний вопрос. Ты знаешь, сколько ты стоишь? 250 тысяч, по-моему. Чего? 250 тысяч чего? 1000 евро. Я, кстати, специально заглянул в трансфер-маркет. Ну, трансфер-маркет после 30 лет стоимость падает. Да, и поэтому ты, извини меня, не 250 сейчас. Ты 150? Нет, ты 225. Ты что себя так 225. Ты 225 тысяч евро, поэтому, уважаемые, если вы вдруг, да, являетесь владельцем какого-либо клуба, ну, допустим, Барселона, вот, 225 тысяч для вас не проблема, покупайте Нуриддина Давронова, он вам классную опорку устроит, и, наконец-то, Барселона в Лиге Чемпионов хоть что-нибудь добьется, да, наверное? Я друзьям говорю то, что 225 стою, да, допустим, заплатите мне. Кстати, не только в футболе, допустим, буду там двери не обязательно открывать. тысяч, не обязательно евро, да, хотя бы долларов, да? Заплатите, мы с вами Сразу сыграем. закончу, буду дома строить. Молодец, красава. Я, кстати, так же думал, когда меня выгнали. Слушай, а вот по стоимости, да, если говорить, допустим, условно, ты стоишь 225 тысяч, тебя купили. Как тебе зарплату-то выдают? Исходя из чего? Это, опять же, такие индивидуальные какие-то договоренности или Это... вот проценты? Мне это было всегда интересно, я этого не понимал. Вот, допустим, из 225 ни цента я не получаю. Там 30% получает агент, и остальные 70% получает клуб. А я уже индивидуально договариваюсь. Допустим, зарплата в год. То есть, получается, тебя продают, а дальше ты сам что хочешь, что и делай. Перед этим тебе отправляют контракт. Угу. Ты говоришь то, что, допустим, у меня есть контракт, за мой контракт нужно заплатить вот такую сумму. Вот это. А если ты свободный агент, уже ты бесплатно переходишь. Тебе отправляют контракт, если тебе контракт нравится, образно говоря, за 10 месяцев 150 тысяч долларов. Я говорю, да, нравится, давай теперь будем договариваться с клубом. И они все, клуб, что, как и так далее. 225, Нура приехал, сыграл и все. Нура приехал, сделал тему, выжег, отжег, зажег, клуб, чемпионат мира. Слушай, вот тогда вопрос, немножко побуду дудем. Сколько ты зарабатываешь? Смотри, в каждом клубе по-разному. В Индонезии я зарабатывал в месяц 10 тысяч долларов. Было время 12,5. Было время 8. В Мухаммадане я получал 7. Потом перешел в Реал Кашмир 6500. 6500? Да. Ну, не считая бонусы, премии. 2 ассиста. Каждый ассист $200.
Не забываем, там 400. Получается 6900. Мы Да. подсчитали, мы все считаем. Окей, слушай, если тебя вызовут в сборную, пойдешь? Побегу. Понятно? Это моя страна. Карина, белые кораблики. Вспомнил песню. Помнишь эту песню, да? Слушай, я тоже динозавр так-то, брат. Динозавром. Тоже динозавр, тоже вот. Да, если честно, вот в городе гуляю, смотрю на нынешних молодых. Я не ощущаю себя старым, потому что пузатые, сами такие неухожие и так далее. 20-21 год, я говорю. А нам уже Еще больше и 30. безвкусно одеваются. Безвкусно одевается, а нам больше 30 уже. Посмотри на тебя. По тебе надо Действительно. уже. Смотрите на меня, ё-моё. Смотрите, берите меня в какой-нибудь клуб футбольный, ё-моё. Видите, нормально, пузяки нету, играть могу. Ну, там, не знаю, воду хотя бы точно могу поднести. Сборная это страна, да, тренера, может, недолюбливают меня, но не знаю, с ними не А работал как ты никогда. думаешь, почему? Вот, ну, в чем? Я с ним не работал, проблема? вот я с ним не работал никогда, и я не знаю, откуда такое мнение. Я сейчас, ну, я знаком с нынешним тренером нашим, ну, у него очень Я с сложное, ним тоже хорошо отношусь. очень сложное имя, извините меня, пожалуйста, но я не могу никак запомнить ваше имя. Петер Сегард. Вот, Сегард, вот, мы с ним, ну, прям вот крутые, сразу общий язык нашли мы с ним, он очень крутой мужик. Почему он тебя не вызывает? В чем Ну проблема? смотри, у меня с ним был тет-а-тет, Мгм. и он сказал то, что ты мне нужен. А чё ж не вызывает? А после этого мы с ним встречались, Ты ему номер хоть дал? он здоровается, мы обнимаемся, как будто этого разговора не было. И я тоже отпустил ситуацию. Мгм. А как насчет, ну, пробиться, там, патриотизм? Я должен помочь своей стране, там. Я должен помочь, а это показываю в клубе. Мгм. Да? Когда тренер вызывает, он смотрит на статистику. Он смотрит инстат, он смотрит игры, да, допустим. Ну, слушайте, уважаемые товарищи, которые занимаются у нас в стране футболом, по-братски, позовите этого человека в сборную. Я хочу его там увидеть. Этот настрой мне нравится, тогда будем разрывать всех. Нурдин, спасибо большое, что пришел, что побыл первым гостем у нас. И тебе, как первый гость все-таки, да, наставления, может, какие-то дашь тем, кто нас смотрит. Может, среди них есть футболисты, начинающие, играющие, кто-то, может, уже в травме, но да, не может как-то собраться. Да, я скажу одно, это касается не только футболистов, да, допустим, и всей вашей сфере, да, допустим, и в любой сфере. Верить в себя, вперед, и все, не бояться никого. Получилось, не получилось, ничего страшного, выбери другую дорогу. Лучше сделать, жалеть, а не делать и потом сказать, почему я не сделал, может быть, получилось, да? Верить в себя и все. Допустим, многие говорят, Нурик, заканчивай сборной. Почему? Ничего подобного, да? Не буду заканчивать. Может, другой тренер приедет, и я ему буду нужен. Поэтому верьте в себя, вперед. Как сейчас модно, Таджикистан Бапеш. Таджикистан Бапеш. Ребятки, это был Нуридин Давронов. Берите с него пример, будьте целеустремленными, будьте прям упрямыми, по-спортивному агрессивными, да, чтобы гасить соперников просто вот, пока соперник даже не пришел в себя. И смотрите Парилайф, потому что Парилайф это о спорте, ребятки. С вами был Умит Абдуллаев, Бузург и, естественно, Нуридин Давронов. Спасибо большое, брат, спасибо. Увидимся в следующем выпуске.